Во внешнеполитической деятельности Верховного Совета СССР одно из важных мест занимают непосредственные контакты с парламентами других стран. Особое значение приобретают эти контакты в сегодняшней сложной международной обстановке, требующей объединения всех миролюбивых сил планеты, чтобы укрепить безопасность народов, устранить угрозу ядерной войны. В Московском Кремле председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Шитиков принял делегацию Национального конгресса Республики Перу, прибывшую в Советский Союз с официальным визитом по приглашению Верховного Совета СССР. Глава делегации, председатель комиссии Сената по вопросам транспорта, сенатор Гастон Акурио Веларде. В составе делегации сенатор Рикардо Монтеагудо, депутат Марко Бурго-Браво, депутат Хавьер Лабарте Корреа, секретарь Магдалина Торрес. Во встрече участвовал чрезвычайный полномочный посол Перу в СССР Уберт Вилан Альсамора. Сопровождал делегацию в течение всего визита депутат Верховного Совета СССР Переудин. Товарищ Шитиков рассказал о структуре и деятельности Верховного Совета СССР, высшего органа государственной власти страны. Советы народных депутатов составляют, согласно Конституции, политическую основу СССР. Их работа, в том числе и палат Верховного Совета СССР, Совета Союза и Совета национальностей, проходит в обстановке коллективного обсуждения и решения вопросов, широкой гласности и регулярной отчетности перед избирателями. Беседа прошла в дружественной обстановке. Из Москвы парламентская делегация направилась в Таджикистан, одну из 15 равноправных союзных советских республик, входящих в состав СССР. Находится она в Средней Азии. Значительную часть ее территории занимают горы, такие природные условия во многом характерные для Перу. Аэропорт Душанбе. Перуанских парламентариев встречали заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Зарипова, депутаты Верховного Совета Республики, другие официальные лица. Душанбе. Современный город с широкими проспектами и площадями. А до Великой Октябрьской революции Таджикистан принадлежал к числу самых бесправных и отсталых окраин царской России. Советская власть, братская помощь других союзных республик – вот факторы, благодаря которым таджикский народ добился подлинного расцвета во всех областях своей жизни. Принимая делегацию Национального конгресса Перу в Президиуме Верховного Совета Таджикистана, товарищ Зарипова рассказала о достижениях экономики, науки, культуры, о деятельности органов народной власти. Высшим органом государственной власти Союзной Республики является ее Верховный Совет. Он принимает Конституцию Республики, утверждает государственные планы и бюджеты, принимает законы и образует правительство Республики. Таким образом, Таджикистан, как и все союзные республики, обладает всеми атрибутами суверенного государства. Сенатор Гастон Акурио Веларде сказал, что повышение уровня жизни народов возможно только в условиях мира, который вместе с другими прогрессивными правительствами отстаивают руководители СССР и Перу. Нурекская ГЭС в Таджикистане. Ее мощность почти 3 миллиона киловатт. Уникальный гидротехнический комплекс создан в сложнейших условиях высокогорья. Он служит не только для выработки электроэнергии, но и для орошения засушливых земель. Опыт подобного строительства очень важен и для других стран, в частности для проекта «Ольмас», осуществление которого намечено Республикой Перу. Отсталым и примитивным было до революции сельское хозяйство Таджикистана. Сегодня оно ведется на высоком агротехническом уровне. Земледельцы объединились в крупное коллективное хозяйство с крепкой экономикой и большим количеством техники. С традиционным радушием, искренним гостеприимством принимали делегацию в одном из таджикских колхозов.
Успехи республики убедительно показывают, что народ, являющийся подлинным хозяином своей земли, может в короткие сроки преодолеть вековую отсталость и выйти на современный уровень.